он знал лично Тюлюша Кечелола, Хамушку Чургуйола, Сергея Красного. Тогда 12-летний мальчишка, трубач военного оркестра Тувинской народно-революционной армии, сейчас ветеран Великой Отечественной, единственный из ныне живущих, кто воочию видел тувинских добровольцев. Он провожал героев на фронт и встречал их после войны. Петр Федорович Иванков всегда считал Туву своей малой родиной. Уроженец села Нижнеусинск Ермаковского района Красноярского края, в раннем детстве вместе с семьей переехал в ТНР. В 30-е годы поселились в Кызыле, где и началась история его знакомства с тувинскими добровольцами и служба в рядах Тувинской народно-революционной армии. В феврале 1942 года отец Петра Иванкова ушел на фронт, а в марте он и сам оказался на военной службе. Наверное, если бы не слух о том, что набирают в кавалеристы, жизнь Петра Федоровича сложилась бы иначе. Приписав себе 2 года, подал заявление в военкомат. Как оказалось, это был набор в военный оркестр. Фамилия Попут Трубач, взрослый. Вот это не вижу кто. Вот это Голин Борис. Центр Академии наук. Вот это Валя Веденеев. Ну а за эти 20 с лишним лет, кто ушел в мир иной, кто уже по возрасту. Вот это я, потерянный. Иванков Петр Федорович. Вот это Валентин, талантливейший музыкант Валя Синокосов. Зачитывает список, кто принят. А я, не дожидая я говорю, да, музыкантам. И меня зачитывают. Я говорю, а я не на музыканта подавал заявление, а на кавалериста. Он говорит, кавалеристов мы не принимаем, мы только музыкантов. Я был разочарован, что у меня не музыкант, но поскольку я уже вошел в какой-то коллектив там детский, пошел. Назначили меня трубачом, дали мне трубу, которую я должен был беречь пуще своего глаза. И вот где-то до 1 апреля мы ходили в гражданском, а в это время нас отвезли в мастерскую, нам пошили форму Тувинской народно-революционной армии, но эта форма, она не отличалась от советской армии ничем. Петр Федорович в основном знал офицеров эскадрона тувинских добровольцев, так как часто приходилось общаться именно с ними. Все, начальник штаба Николай Яжикович Лапсан, это Севен Семен Кунаевич, командир полка, и Этне, замполит. Общение проходило на различных культурных мероприятиях, где собирался лишь высший состав армии, естественно, при участии оркестра. В глубине души Иванков мечтал поскорее попасть на фронт. 1 апреля, когда мы получили форму, состоялся приказ по Тувинской народно-революционной армии о зачислении бойцами Народной революционной армии, не воспитанниками, бойцами. Нас назначили бойцами Народной армии. И я уже перестал в школу ходить, поскольку привязка, какое-то чувство патриотического долга было, стремление попасть скорее на фронт. Мысль-то была глубокая. Попасть на фронт через Тувинскую армию. Но это нереально было, потому что по возрасту мы много не проходили. Вот так я стал бойцом Народно-революционной армии. День Победы Петр Федорович встретил в карауле, когда стоял на посту. Один из первых в Туве узнал о капитуляции Германии. Ликованию не было предела. Служба в Туве завершилась для него в 1946 году. После расформирования Тувинской народно-революционной армии часть военнослужащих отправили в Иркутск, и Иванкова сразу забрали в оркестр. В оркестр 110-й дивизии в Иркутске. И некоторое время до расформирования этой дивизии я там был музыкантом, служил в белых казармах в Иркутске.
Жизнь солдата-музыканта, она ничем не отличается. Мы играли как на мероприятиях военных, так на мероприятиях гражданских. Кроме того, мы часто играли на вечерах, на танцах, в гражданских клубах. Сейчас Петр Федорович – президент Российской народной академии наук, которую основал вместе с коллегами. Доктор экономических и технических наук, профессор, автор более 200 научных и литературных изданий. Всех полученных и наработанных за жизнь званий, регалий и публикаций не перечислить. Человек с широкой душой и открытым сердцем. Он умеет сразу расположить к себе собеседника. А поговорить с ним всегда есть о чем. Пунктуален, как и свойственно военному человеку, генералу. Не любит фальши в людях. В Туве ветеран войны не был 13 лет. Накануне 70-летнего юбилея Победы решил посетить малую родину. Несмотря на возраст, перелет из Москвы до Абакана, а затем путь на машине в Кызыл, Петр Федорович перенес мужественно и чувствовал себя бодро. Раньше чаще был, но так, с этой перекройкой, перестройкой, возможности, интересы другие стали. И главное, объект, к которому стремится, исчез практически. Мы, друзья, тувинцы, ушли из жизни. С театром я в последнее время тоже не особенно поддерживаю, потому что центральные фигуры тоже ушли из театра. Но я думаю, мы это дело восполним новым этапом. Программа 4-дневного пребывания ветеранов в Туве оказалась насыщенной. Первый день, после небольшого отдыха с дороги, продолжился в кабинете министра культуры. Петр Иванков пришел с несколькими предложениями, одно из которых – снять фильм о тувинских добровольцах. Я писал сценарий, когда были живые тувинские добровольцы, и русские, вот так вот Ломай, из тувинцев был, русских Кузнецов, которые вместе с тувинцами воевали, там, взаимодействовали. Они ко мне приезжали в Москву, у меня с ними переписка большая была, рассказывали много. У меня в записи есть их воспоминания о тувинских героических подвигах. Сценарий я написал при участии вот тоже тувинских добровольцев с обеих сторон. Даже мы получили разрешение ставить его на московском, на Мосфильме. Тогда Царев был директором Мосфильма, он согласился. Он дал мне несколько замечаний критических, чтобы меньше это пу-пу-пу, а больше характерных там, то есть профессионально. Но режиссер Васильев, Володя Васильев, который вместе с Акирой Куросавой делал фильм, помните, «Дерзу Зала». Да. Он вдруг решил карьеру сделать на только книжка в Берестяном чуме. Потоки решил сделать фильм. Кого-то его пригласили. Тут поменялась ситуация. Престиж только уже не такого уровня шел. И какие-то верха властные, они затормозили. И ему не дали лабораторию, а мы принципиально того режиссера не взяли за измену, а другого не нашли порядочного. И так время ушло, и я тоже надо обратиться, он уже готов, ну какие-то есть, может быть, там и доработать, но с авторами, с современными художниками, подумать его. Но фактура там взята подлинная, никакого вымысла нет. Трубач трубача видит издалека. Следующим пунктом визита стала Республиканская школа искусств. Воспитанники устроили небольшой концерт. Волновались, ведь играли для особого гостя. Вы
на правильном пути, вы в хороших руках, у вас замечательный преподаватель. Я вот видел, это можно относиться к шедевру искусства. Не зная тувинского языка, можно понять образ танца, о чем они говорили, о чем особенно хороший музыкальный номер на флейте. Это величайшее искусство. Может быть, вы не сразу понимаете, но изобразить такую музыкальную мелодию на флейте, это надо быть талантом. Ищите в себе таланта, будите в себе таланта, и вы будете счастливыми людьми на свете. А это Национальный театр. Человек искусства, генерал Петр Иванков, идет на встречу с руководством не с пустыми руками. Ветеран войны давно лелеет идею возродить спектакль по велению сердца. Последний раз на сцене Тувинского театра его играли в 1982 году. И с годами правда о тувинских добровольцах, о фронтовых победах не перестала быть востребованной у зрителя. Тем более, ветерану войны было бы отрадно вновь увидеть постановку собственной пьесы. Пьеса эта возникла не случайно. Во-первых, я дружил с Музуком. От него и пошла связь на театр. В театре знакомые работали артисты. И возникла мысль о создании пьесы «Тувинских добровольцев», она именно Музуком. Он мне говорит: а почему тебе не написать? Я сел, взял, и не сразу режиссер согласился, Аюн, Синолог Павич. И вот у меня есть фрагменты, где мы с режиссером вот, работаем над пьесой. Как бы это у меня тема стала моей родной темой. Я писал и в «Красной звезде» опубликовано, в брошюрке есть, в Тувинске какие-то печатные органы. И я этой темой не то чтобы заболел, она моя родная тема была. Мангуша исполняет роль Мангуша. Евтушенко артист. Исполняет роль Николенко по пьесе. Это роль Кичелула исполняет артист Оржак. А вот и я, показывает генерал Иванков на фотоснимок 43-го года. Это один из главных экспонатов выставки «Тува фронту» в Национальном музее республики. 1 сентября. Проводы тувинских добровольцев. В первом ряду перед командиром Сергеем Красным совсем молоденькие музыканты Тувинской народно-революционной армии. Вот это Красный. Сергей Хачекович Красный. Вот, Красный, спиной стоит. Будущий мэр города Кызыл. Вот это Синокосов Валя, талантливейший музыкант, талант, просто гениальный. Я об этом писал в этой книжке. Это Иванков Петр Федорович, то есть я, это Валя Евгенеев, это Боря Горин, трагически погиб на трассе. Там вот мы вчера ехали, была дорога между Уилком и это, вот такая, и вот он там погиб. Так, ну этот Поп-Пул, фамилия, это взрослый. Кто тут посмотрится? Вот это Армайол, это Кама, это тувинские ребята. Вот это Акбан, барабанщик, тоже он воспитанником был, но уже постарше возраста. Но остальные тут просто не просматриваются. Да. Ну вот наша тут группа вот эта тут посматривается. Так что все, вот этих ребят я видел всех. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
С волнением ждали гостя и в Кызыльском президентском кадетском училище. Директор учреждения Андрей Киселев ознакомил Петра Иванкова с жизнью и бытом современных кадетов. Учебные кабинеты, комнаты отдыха и самоподготовки, ботанический сад. Ветеран отметил отличные условия для обучения юных кадетов. Вам просто очень повезло. У вас условия лучше, чем когда-то были условия у Пушкина, помните, который в лицее, в лицейских. И у вас все условия, у вас замечательный преподаватель. Правда, я не совсем познакомился, но я вижу, у вас руководитель истинный военный, мой коллега по оружию, тоже ракетчик. И он знает природу современного боя, современного сражения, современной военной операции, современной войны. И он всему вас этому научит со временем, а пока постигайте общедоступную грамоту. Воспитанники президентского училища совместно с кадетами республиканской школы подготовили небольшую культурную программу для гостя. Петра Федоровича приняли в кадеты, подарили значок училища, который ветеран вручит лучшему кадету через 4 года, когда состоится первый выпуск. Генерал пообещал воспитанникам, если все будет хорошо, то он обязательно приедет. Вечером того же дня Петра Иванкова пригласили в филармонию на концерт на безымянной высоте. Я на этой сцене в годы войны 42-го до конца войны, до 46-го года, многократно выступал в составе оркестра Тувинской народной революционной армии. Без волнения не могу говорить. Настолько глубокое впечатление от качества произносимой музыки, от качества исполнения замечательных произведений времен войны и не только. Есть в Кызыле еще 2 места, где Петр Федорович давно хотел побывать. Дом номер 17 по улице Кочетова. Здесь жила его мама, пока сын служил в Тувинской народно-революционной армии. Вот очень похоже на наш дом. Я когда приезжал на лошади, иногда приходилось из лагеря, лошадь ставил сюда, привязывали на ночь утром. А у меня была лошадка, она не монгольского типа, овес не ела. Хлеб не ела и овес, да. Вот так. Вот в этой двери хозяина нет, да? А нет. Да, вот расположение такое, но тут хорошо подремонтировано. Вот в этой угловой комнате однокомнатная квартира была, кухонка вот здесь и одна комната. Жила в основном мать с братом, но я на выходной день приезжал, когда давали увольнение. Вот так, если назвать можно, жил. 12-я квартира у вас? А? 12-я квартира. Я не помню сейчас, какая квартира. Тогда, по-моему, нумерации никакой у нас не было, а может и была, не помню. Но вот эта квартира, эта дверь была, причем дверь на замок не запиралась, а вот была накладка и палочкой. А в этом маленьком домике прошло детство военного музыканта. Недалеко церковь. Тогда улица Заозерная, сейчас Аюна Курседи. С годами все вокруг изменилось. Дома перестроили, заборы поменяли. Найти тот самый дом оказалось непросто. Вот на этом месте мой отец построил дом в 1941 году.
И прожили мы в нем до 42 года, до осени. Осенью 42 года мать переехала в город, а избу продали. Дом продали. Но с тех пор тут все изменилось. К этому дому, который построил отец, пристройку сделали. И он изменился до неузнаваемости. Но именно отсюда я ходил в Тувинскую народную революционную армию, в городок. Отсюда пешком ходил с 1 апреля до 17 апреля примерно. Недели две ходил пешком в городок отсюда. В тот момент в доме никого не оказалось. Уточнить информацию о прежних владельцах не удалось. Но не сам дом так дорог Петру Иванкову. Приехал он сюда с куда более важной миссией. Щепотку. Щепотку. Хватит. Спасибо. Во время визита в Туву генерал Иванков успел побывать на обновленной набережной, оценить новый монумент «Центр Азии». Разглядывал скульптуры долго, молча. А потом подвел итог. Новый монумент еще больше подчеркивает неповторимый колорит республики. Маленький был обелиск. Вот интересно, я полюбопытствовал. Раньше, давно в 30-х годах, я помню, маленький еще был, вот там огромный булыжник был, яйцеобразный такой. Огромный камень, валун. И этому камню поклонялись религиозные люди. И он описан в старой древней вот, Туве, он описан этот валун. Я его лично видел, гладили, он гладкий такой. Потом поставили уже вот после войны обелиск небольшой. И у меня есть фотографии его. А сейчас роскошный такой поставили. Да, ну... Была ли в этом необходимость, я не знаю, но он сейчас более национализирован, чем то Центр Азии, это, в общем-то, мировое явление. Да. И мне кажется, это хорошо, но это говорит о том, что Тува в центре Азии, в центре цивилизованного мира. Да. Это показательно. Здесь не только религиозный фактор, здесь природный фактор, магнетизм Земли всей, он концентрирован вот здесь в центре Азии. Это очень важно. То есть сильная подпитка магнитная. Здесь же, в здании информационного центра туризма республики, ветерана войны ожидали потомки тувинских добровольцев. Многим из них не довелось застать живыми их героических предков. Поэтому встреча с очевидцем исторических событий – настоящий подарок. У детей, внуков и правнуков масса вопросов, но главный – а какими были наши герои? Я могу рассказать, что я знаю и знал о ваших близких родственниках, братья, сестры, отцы, которые совершили величайший подвиг, пошли на защиту социалистического отечества, Советского Союза и Тувы, Тувинской Народной Республики, ТАР, Тува-Рат Республика. И вот я дополню, уважаемого товарища, который говорит, что Тува, не только она объявила, Тува была единственным союзником СССР, которая вступила в войну в первые дни. Других, ну, потом Монголия и так далее, это уже потом. Победой в Великой Отечественной войне ваши предки спасли мировую цивилизацию. Это совершенная, как бы сказать, правда, истина, хотя эту истину пытаются исказить. Больше часа ветеран отвечал на вопросы потомков тувинских добровольцев. Говорил о доблести, чести и мужестве. Говорил о фактах, о том, как важно донести правду до подрастающего поколения. Его, как и большинство людей старшего поколения, огорчает, когда истинная история перевирается. В одной из школ мне сказали, учительница, ветеран, рассказывала о Великой Отечественной войне, о подвиге, кстати, тувинских добровольцев, как пример. Стоит малышонок 4 класса. А что вы нам говорите? Войну выиграла Америка, а Россия тут ни при чем. До такого уровня исказили истину, понимаете, у детей. А у него накапливается вот это негативное понимание
искаженно. Отец Петра Иванкова, Федор Матвеевич, уходил в ряды Красной Армии из Тувы, погиб на фронте. Имя защитника Родины высечено на мемориальной доске на площади Победы в Кызыле. Рядом имя дяди. Петр Федорович пришел сюда с цветами, почтить память и родных, и всех тувинских добровольцев, ставших по-настоящему близкими. Иванков Федор Матвеевич, мой отец, ушел на фронт в 1942 году, в феврале. А я в марте ушел в Тувинскую армию. Сразу на фронт, на передовой, рядовым пассажиром. Ну, поскольку он хорошо управлял лодкой на воде, ему пришлось участвовать в форсировании таких рек, как Днепр. Ну, например, я по письму знаю, что при форсировании Днепра он переправлял разведывательную группу на лодке. Раза 3 он 3 рейса сделал на лодке, и там его контузило. Всех, кого он переправлял, все получили Героя Советского Союза. А так как его контузило в госпитале, и он не попал в число вот. Мой дядя родной, Степан Матвеевич, с первого начала войны до конца он был на передовой в пехоте. Не то что ранение, царапины не получил. Вот такой удачливый человек. Он удачливый с детства. Везет же таким людям. Как-то на пароме плыли, паром смыло, а он был в пьяном состоянии, проспал. Это по Большому Енисею, в районе Порогов, видите, знаете. Всех смыло, а он проснулся, никого на плоту нет, он один. То есть везучий человек вот такой. Он умер здесь вот 5 лет назад, похоронен на кладбище в Кызыльском. Какие заслуги? Он кавалер Ордена Славы. Немаловажная миссия – возложение цветов к памятнику воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Не обошел стороной ветеран и памятники героев Советского Союза. Первым он подошел к бюсту Тулюша Кичелола. Вот настоящий герой. Его любили все. Героев я считаю, что это номер 1 герой. Я ему поклоняюсь, его все любили. Это любимец всей армии был. Его любили и солдаты, и офицеры, и он был глубоко уважаемый человек среди населения. Вот я хочу к его могиле возложить цветы. Тулуш Балдан. Я встречался с фронтовиками, которые воевали в составе эскадрона и в составе русских, красноармейских, кавалерийских эскадронов. И они очень высоко оценивают. В частности, Ахмеджанов, командир первого эскадрона, который как бы опекал эскадрон тувинцев, потому что все-таки незнание языка, незнание местности требовало особой заботы о тувинском эскадроне. И вот капитан Ахмеджанов,
Я с ним много раз встречался, и он мне подсказывал сюжеты к пьесе «По велению сердца», которая была поставлена в театре, и сюжеты для кинофильма «Есть ровно улица тувинских добровольцев». И еще был начальником штаба Кузнецов, такой, начальником разведки. Он тоже очень высоко отзывался о бойцовских качествах, командирских качествах Кичелола. Особенностью его тактических приемов было бережливость личного состава. Он берег солдат. И солдаты платили ему своей любовью. Вот что такое Кичелол, чтобы знал народ. Это человек, на которого можно равняться юношам самой сознательной своей поры. Вот что можно сказать об этом замечательном человеке. К стелле тувинских добровольцев ветеран подходит с особым трепетом. Ведь это те люди, которых он хорошо знал, служили бок о бок, провожал и встречал с фронта. Их фамилии, высеченные в камне, будут у Петра Федоровича воспоминания тех лет, когда в Тувинской народно-революционной армии все были как одна семья. Конечно, всех я не помню имена, и я даже их тогда не знал имена, но в лицо, когда мы провожали, я большинство их знал, потому что городок маленький, военный городок, и всего там было 2 больших казармы, где помещались эскадроны. Один эскадрон, правда, был в городе. И в лицо мы друг друга все знали. Они нас легко было заметить. Мы, во-первых, были малоросские дети. Нас назвали Пичи Алдар, Пичи Таньжи. Хотя мы были формально бойцами Тувинской народно-революционной армии. Наш оркестр Тувинской народно-революционной армии, в котором я был музыкантом, воспитанником, мы провожали с этого места отряд Кичелола на фронт, тувинских добровольцев. Наш оркестр вот здесь располагался. Отряд Кичелола был выстроен вот так, параллельно зданию. Тогда вот этих вот ни деревьев, ни вот это сооружение не было, просто здание было без вот это дополнительного пристроек. Ну, здесь состоялся короткий митинг. Были выступающие со стороны добровольцев, правительство выступило, и потом Салагайтала Эргель и Калыштап марш. Командовал Кичелол. То есть налево, шагом марш, пошли они на паромную переправу. За 13 лет изменилась Тува, изменился Кызыл. Люди стали другими. Это естественный процесс, отмечает генерал-майор. За время пребывания в Кызыле Петр Федорович успел многое. Встретился с потомками сослуживцев, нашел дом детства, взял с собой частичку родной земли. Возможно, что-то не успел. Но это должно стать стимулом приехать в Туву еще раз. Малая родина для Иванкова не просто место и время молодости, но и что-то несоизмеримо большее. Ведь, как выражается сам генерал, он русский тувинец. Сказать, конечно, можно только одно. Изучайте свою историю Тувы. Любите свою родину. Любите труд. Главное, любите труд.